Уху! Регора Стапеня, Саша Івулін, ми па-ранейшаму у Празе і працягваем вам распавядаць пра крутых беларусаў Прагі, якімі трэба ганарыцца. Што мы сёння робім, Рэгор? Сёння мы едзем на офіс Радыё Свабоды. Гэта месца, дзе працуе легенда беларускай журналістыкі і аналітыкі Юрий Александрович Дракахруст. Чаму Дракахруст легенда? Ён з'яўляецца адным з наймудрейшых людзей у гэтым свеце, і калі вы так не лічыце, то паверце, літаральна праз паўгадзіны вы так будзеце думаць. Ну што, гонім на офіс Радыё Свабода, кажуць там, што проста гэта нейкая ваенная база. Ну, паглядзім усё на ўласныя вочы. Да, то бок я думаю, што з традыцыйнай праходкі, відаеце, праз будынак хутчэй за ўсё не будзе, таму што там сапраўды это вельмі сур'ёзная установа, у іх некалькі разоў былі тэрарыстычныя атакі, і адпаведна таму праходкі не будзе. Но мы пагналі, мы пайшлі. Я ж тут уже працую так, в Празе всего 24 года. Чвэрць стагоддзя і практычна, больш ужо за траціну жыцця. Як вам у такой системе? Туды нельзя, тое нельзя, все секьюрно, все такое. Вот як в Савку жылі, як зараз Беларусі жывуць людзі. Калі вонкі глядзіш, блядь, как это можно? Как так жить нельга. А калі ты внутри, ты знаходишь какие-то проходы, шчылінкі, разумеешь, что как бы некие формальные правила, они, так сказать, их можно переформатовать, их можно... И люди живут, люди нормально. Я думаю, Паўночнай Кореи так само. Вот мы глядим, что это концлагерь. А внутри, может быть, до кого-то и не, может быть, как-то люди, так сказать, выживают. Докладно. Так и тут. Ну что ж. Вот сбоку здаецца, што гэта такое прям Радыё Свабода, то есть про свабоду, про дэмакратыю, так далей. А тут заходзіш і так, гэта нельга, тут секьюрна. Ведаеце, тут же люди працуюць з розных краін. З Беларусі, з Азербайджана. З Азербайджане выгналі все бюро. Там таксама было бюро некалькі гадоў таму. Это цікава, может быть, каким-то людям со спецслужб адпаведных краін. Вот. И тому, как бы, чтобы их не баловать, что называется, лишней информации не давать, для этого все это security и задумано, и зроблено. Ну, а что тычыцца вот цяперашняй ситуации, вот мы ж с Регором уже такие криминальники, по 10 годов, да, по 10 годов. Ну, я вам скажу так, что особливо, конечно, как бы страху нема, мы тут живем. Как это у Оруэлла, Big Brother is watching you everywhere. А як вам сёння сустрэча со сваім падзельнікам? Норм. Банда збіраецца. Ты так само крымінальны чалавек. Все складана, да, мы кшталту такі паханы, да. Ты уже сапраўды хоць адсидзелі, завочна хоць расстрэлы. Экстремисты, да, мы экстремисты в законе, так что... На вашу думку, хто уваходзіць у топ-5 беларусаў нашай гісторыі? Назваў бы 5, на мой погляд, станоўчых персонажаў. Быкаў, гэта Алексеевич, гэта Каліноўскі, гэта Валентина Кудович, філёзаф, Ціхановская. Таму што они все вельмі шмат значаць в Беларусі. Они вызначалі і вызначаюць в этом сэнсе нават будучыню. Але я сказал, я трішку парушу правілы, и дадам еще 2 особаў. До одной у меня амбивалентное ставление, до одной кепское. Но я их мушу добавить. Это Пазняк и Лукашенко. Бо, коли вы кажете топ, это не обовязково хорошие люди. Но вот эти 2, они важные люди для Беларуси. И мы их не развидим. Они шмат что вызначают и в нашем сённяшнім жыцці, и в завтрашнім. А тое, что они не герои моего романа, так жыццё склалася.
У вас няма адчування, што адзін без другога не можа існаваць? Ну, прынамсі, это одна эпоха. І розныя іпастасі этой эпохі яны сабой увасабляюць. Это правда. Ну, такая супярэчлівая эпоха. Вот, як той казаў, двулікі Янус, вот он мае твары этих двух людей. Так. Давайте к микрофону! А вы не закрывайте рот! Иди к микрофону на трибуну! Вы не имеете права! Это позор для Беларуси! У нас Смотрите, как живет белорусский народ! И чем ему гордиться? Ведь весь верхний аппарат, включая членов бюро, ЦК, обкомов, горкомов, массово начал выходить с партии, бросая. Разве это партия? Разве это организация? Як усё гэта праз вашы вочы бачылася? Вось ты той перыяд. Вот я памятаю какое-то свое адчуванне какого-то кислого такого 82-го года, ці якога, здаецца, как раз універ скончыў, мы там з сябрамі размаўлялі. Вот такое полное адчуванне, что это тысячегадовы рейх. Так будзе тут заўсёды. Вот так все пригнано одно до другого, так все контролявано, что ну просто незразумела, як оно поменяется. Ну, можно уехать, конечно, але вот что тут что-то поменяется. До речи, коли пригадать, тады вся мировая политология, там Бжезинские всякие Киссинджеры, такого никто не предсказывал. Один и был голос, это знакомитая книга Андрея Мальрика «Ці дажыве СССР до 1984 года». Але і ён там прагназаваў, што он развалится от внешнего шока. Будзе война с Китаем, СССР проиграет и как бы обрынется. Но что это отбудется внутри, что придет секретарь ЦК, который свергнет коммунизм, это было ни у кого. Ну, это была фантастика. Не верилось, что так может быть. Іншая справа, что когда оно уже внутри как бы так отбылося, уже потом задним ликом, ну вот бачите, вот это же было, ну так завжди в історії. Нечто відбувається, ну как бы здається випадково, але потім заднім ліком говориться, ну так оно ж інакше не могло бути, ну а як же? Есть популярное меркаванне про то, что Советский Союз все думали, что он не развалится и так далее. Калі гэта ўжо пачынала становіцца фактам, ці было вось, ці адчувалася непазбежным, што Беларусь стане незалежнай? Можа, кімсьці адчувалася. Я не выключаю, што Пазняком адчувалася. І он, так сказать, это ставіў і мэту, і верыў, што так будзе. А ведаеце, што тычыцца іншых людзей, можа, многіх людзей, калі казаць не пра жаданне, а вот пра адчуванне. Ну, это, ведаеце, як у вас там, я не ведаю, ну, машина. Машина не новая. Тое подсекае, тое стучыць, тое там тое, сёе, ну, поремонтовал. Ну, езжу там, значит, вот этот какой-нибудь там индикатор не працуе. Ну и ладно. Ну, можно ж без этого индикатора. И вот вы так, ну, то отремонтовал, ну, хреновая машина, конечно, уже, ну, надо поменять. А может, новая горш будет, а бабок нема, а и ладно. И вот у многих, то есть многие бачили дисфункции Советского Союза, которые были на видовоку. Вот. Але, ну, все-таки инерция. Ну, слухайте, эта империя існавала долго. И тому такое здавалося, что, ну, протрывае. Ну, да, ну, кризис, ну, тряхнуло, что называется. Ну и как бы тряхнуло, и придя в себе. Здається, интервью 89-го года. Евген Примаков ездил в Штаты, а он тогда был член политбюро, до этого, так сказать, там, понятно, в разведке працаваў, и все. И его спытали, колькі коммунистичная партия мае часу на то, чтобы ажыццявіць вот реформу перебудовы. Он сказал, вечность. И думаю, что субъективно он так и думал. Я думаю, что, ну, бачил, да, те дисфункции, но это все дребеза. Сутностно, так сказать, система настолько моцная, что, ну, з ей нічога не може здарыцца. И все это вот, что ён бачыў, мы все бачили, ну, это тлум такой, это пройдзе. Праз 2 гады вечность скончилась. Вопрос один. Просто
Беларусы, там, и номенклатура, и народ, вот глядели вакол, в Балтии, незалежность, вяртаем, все, певческие конкурсы, Грузия, Украина, нават Россия. Письменник, деревенщик Распутин с трибуны съезду сказал, что, так слушайте, так, коли так пойдет, так Россия выйдет из Советского Союза. И Солженіцына тэкст знакомитый, как нам обустроить Россию. Ну да, он там казал, что треба покинуть Беларусь, треба покинуть Украину, але всех остальных азиатов скинуть, потому что тяжер империи русский народ уже не может нести, теза Солженіцына. Как только империя, как бы ее, что называется, коренный народ, говорит, что нам тяжко нести тяжер империи, империя уже не может. Заборони діяльності КПП, КПСС на території Білорусі СССР. И в этом смысле белорусы, это, видите, вот как при совку, вы-то молодые, не памятаете. Идешь по городу, стоит черга. Становишься в чергу. Хрен знает зачем, ну, люди ж истоты разумные. Раз люди стоят в черзе, значит что-то доброе, потребное. И вот возникает черга за суверенитетом. Навошта он нам? Хрен его знает. Но люди стоят, люди ж ведают, за что? Зачем? Коли нават русские. Мы что, будем одни як лохи створать СССР? Вот СССР застанет, ну как-то вот, ну это глупо. И тому да, ну а что? А вот незалежность. И это такая, видите, забавная такая каша вот у людей была в голове. Это мне розповідали депутати БНФ, таку, ну, може байка, но она пригожая байка, нават коли это байка, что, значит, 90-й год, а там Кремль так само вел хитрую такую гульню, там так само бачать, вот Литва обещает там незалежность, значит, там декларация о суверенитете, вот Грузия, вот Украина, ага, надо процесс узначалить. Коли не можешь его спынить, Горбачев, от Горбачева телефонуют в Минск, Дементьеве кажут, надо Беларуси принять декларацию об незалежности. Ну, вы же разумеете, какую ее надо. Что это как бы, чтобы... Непрозмерную. Да, непрозмерную, чтобы вы, так сказать... Но вы же бачите, что отбывается. И вот байка в чем полягає. Дементьев, значит, запрошає депутатів і каже, хлопці, позвонили з Москви, буде у нас повний суверенітет, но ніякої незалежності. Вельми важно разуметь этот механизм, потому что, ведаете, як бы таки вонковый слой выгляд. Это, ну вот просто классика. Давид перемог Голіафа. Вот есть Белорусский народный фронт, есть Позняк, який виразно, концептуально говорить, Беларусь повинна быть незалежной. И Давид перемагає Голіафа. Голіаф, велизарная коммунистичная система, КДБ, все як би. И тут вот один человек, один герой. Это так выглядает. Но, покольки вот я вам расповел как больше такой серьезный механизм, то это насамрэч было такое некое перемигивание поміж Давидом и Голіафом. То есть Позняк, вот, незалежность, все, ничего ніякого. А это все там, Кебіч, все. Ну да, ну хозрасчет, ну как-то, ну а чем мы повинны весь час в Москву ездить? Ну и вот, и хорошо, и ладно, незалежно. Все равно все уже разваливается. Хер с ним. І там цікавий, до речі, такий момент був, ведаєте, ну от можна задати питання, чому Лукашенко, вот скажем, в 91-м году, чому він не голосував за за Беловежские погоднення? Потім він розповідав, що він голосував супроть, ну там уже висвітляється, що не він голосував супроть, хутчэй за все тихиня. Ну, в будь-якому випадку ён не голосовал за. Можно задать питание, ну, как бы, а чему? Первый отказ, как бы, который лежит на поверхности. Потому что не хотел. Потому что не был за, он и не голосовал. Но есть, я бы сказал, такие другие, как бы, план. Может, он у него был, может, и не было. Это ситуация уже позднейшая, студеня 91-го года. Коли в Беловежской пуще, значит, 3 зубра збираються. Ну там ведь повинен был 4-й зубр быть. Туди запросили Назарбаева, який на этот момент уже был реальным лидером Казахстана. Ну, еще покуль республики в складе Советского Союза, но уже, как бы, он займал это место.
Он полетел в Москву, ему тогда Ельцин позвонил туда, он сказал, что там я занят, или у меня самолет там, ну, словом, так сказать, нога болит. Он туда не поехал. Чому? Он видатно розумів, що там буде. Больше того, он видатно розумів, что коли Советский Союз развалится и Казахстан будет незалежным, он будет головным бенефициаром этого, но не праз меня, не моими руками. Потому что он разумел, что думая, як бачить это электорат, особливо его республики, где четверть русских, и которые живут компактно на полночь. Он так само читал Солженицына, как нам обустроить Россию. И он ведал, як Александр Исаевич хотел, так сказать, ее обустроить. И для того, как вот эти народные, так сказать, ну, хто скаже, забабони, установки, думки, погляди, каб їх загіпнотизувати, заколдовать, каб не быть тем, кто развалил Советский Союз. Я в этом не буду. Ці думал Лукашенко в 91 году про это, ну, он был один из там, сотен депутатов, ну, магчыма, что и думал. Магчыма, что и думал, что для Поздняка голосование за незалежность это был орден, а для его пляма. Его скористався. А хто в Білорусі більш за всіх, якби, що називається, наварив на незалежності? Ну, Лукашенко, конечно. Ну, не моими руками. Там в одному інтерв'ю казав потім, що от хто в Біловежі підписав, вони будуть прокляті. А він не хотів бути проклятим. Ну, так він бачив свій народ, так він бачив настрої народу. Ну, от я пам'ятаю НІСПД, Незалежний інститут соціально-економічних політичних досліджень, і він фактично від самого початку незалежності робив опитання, і задавалося питання таке, причому жорстке. Чи хочете ви відновлення СССР? Я пам'ятаю лічби Костричника 93-го року опитання. 55. Так, хотим відновлення. І десь 25-30 не хотим. Ну, 25 так само шмат на 55. Ну вот она была реальность. Лукашенко тогда в Москву поехал и, значит, там запузырил в «Правде» интервью, что все, треба обновить нашу любимую родину. Хотя бы вот мы Беларусь с Россией. Хотел он этого реально, не важно. Но он говорил те слова, которые комусь падали в душу. Может, они были не самыми головными, но это так само. Вот говорилось, он таки в образ. Он до гэтульше его, в принципе, стварае, он весь час на совок посылается, говорит, вот как у нас классно было, так сказать, тады. Как памятаете, это недавно просто фантастичное какое-то интервью Качановой, не интервью, выступ. Ой, вы ведаете, как вот я маленькая девчинка, и тата с мамой меня на выборы вели, и какое-то классное, это было такое свято, я была счастлива. Тетя. И вот уже, как бы, ну тебе уже за 60. Какое свято. Это же уже не тое советское дзяўчо. А вот не важно. Вот такое пригожее свято у яе было и застаецца. Якраз у тым, што развучылі вашых родзічаў і што вам цяжка выехаць у бліжняе зарубежжа, вінаваты існуючы ўрад. Вінаваты гэты прэм'ер-міністр, гэты Верховны Савет і гэта палітыка, якую яны праводзяць. Давайте, может быть, крыху про Зенона Пазняка. Да, давайте. Як без яго, не? У 90-х Зенон Пазняк не кіраваў краінай, але у шматлікім грамадскім уяўленні шмат што адбывалася тады ў Беларусі, нібыта адбывалася дзякуючы яму. Да? І добрае, і дрэннае. Як нагул паўстаў вось гэты вобраз, што ў 90-х Беларусю кіраваў Пазняк? Пазняк, Беларускі народны фронт, быў, я б сказаў, стылёвым лідарам тых працэсаў, якія адбываліся напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў. То есть я ўжо апісаў нейкія такія механізмы, нейкія памкненні, што а вот не кепска б нам было там какой-то хозрасчёт, так бы мовіць, крышачку меньш быть залежнымі ад Москвы, чтобы нас Москва не цукала по кожнай, так сказать, менскай прыбіральні. І это было вот такое какое-то млявое амбівалентнае стаўленне. А насупраць гэтага быў выразны, концептуальны, несуперечлівы падыход, который все бачили, что это выразная позиция. И вот глядите, як люди вспрымаюць. Пазняк там в 89-м годзе говорит, незалежность.
Это, бля, да, ну Москва, но мы же советские люди. Поздняк говорит, незалежность. И в 91-м году что потребуется? Незалежность. Чаровник. Поздняк говорит, бел-червоно-белый стяг. Коли ласка. Это коммунистичная большесть голосует. Коли ласка, вам бел-червоно-белый стяг. І яшчэ патрэбна там незалежная эканамічная палітыка, разбудова інстытутаў самастойных. Таксама я памятаю это. Да не, ну ведаете, вот это зайчики, ну это ж зайчики, это такие разликовые билеты, квитки. Ну это же не гроши, нет, гроши-то у нас, понятно, советские. Это уже размовы 92-го года. То есть вот такой рух наперед задом, пятячись. А Поздняк, свои гроши. Каб былі б нармальныя сувязі і каб вы маглі нармальна сустракацца з вашымі родзічамі і ехаць у любую краіну бліжняга і дальняга зарубежжа, трэба увесці сваю нацыянальную валюту. Трэба упарадачыць іх узаемаабмен. Трэба заключыць дагавор аб негандлёвых аперацыях паміж дзяржавамі. И зайчики робятся своими грошима. Ну вот як-ніяк. Хотя это вот все вот так вот мурмучать что-то. То есть они не говорят, что не треба. Да не, ну это складано, ну мы же все-таки, мы же как бы застаемся, у нас же СНД. А какой СНД? Ребята, мы незалежная держава. И вот это все возникает. Люди так глядят, ну так а хто керує? А хто вот визначає? Этот человек говорит, треба зробити так, и это робится. Причем тими, кто его ненавидит, кто его лає. Но робиться. Яны это. Так значит, как бы, кто задає? Ён. І вся ж номенклатурна еліта гонор ці ганьбу незалежності скидывала на Поздняка. Поздняк сказал, да, я принес незалежность. И это все. Да, Поздняк, это Поздняк, это Поздняк. А мы тут как бы, да. Вячеслав Францович, так а что вы в Беловежскую пущу? Ну, без попутал. Ну, вот какая такая вот так атрымалася. Як в Беларусі, видите, хорошая прямо. Треба жить, як набежить. Ну, вот так атрымалася. Вот набежала. Набежала незалежность. А я что? Ну, а як я? А як что? А это Поздняк вообще. И только потом, так сказать, там уже фактично в нулевые, и, до речі, это показали вот опытания, когда по тренду задавалось это питание, ці хочете вы обновления СССР, конец 90-х, початок нулевых годов, когда тренд переломился, когда большесть на это питание уже стала отказывать не. Советского Союза мы не хотим. Незалежность – это наша высокая каштовность, великая каштовность. Но то, как мы ее отрымали, это не я. Это вот националисты. Поздняк, Шушкевич. Я кажу, это вот может для некого вонкавого назиральника так выглядає смешно, но это так и есть. Ну вот мой офис, мое працовное место, да. Все у меня такое вот довольно степлое и бардачное, пробачьте. Творчий беспорядок, что называется. А почему написано «Белоруссия»? Это давно издано в Москве. Мы робили эту книжку. Был такой мой сябра Дмитрий Фурман, российский профессор. Он робил целую серию книг. Украина и Россия, там, Казахстан, Россия, ну и вот Беларусь. Ну, в России так, в принципе, принято. Принамсі тады было, да и зараз практично в основном российский друг зараз пише. Здається, навіть наші колеги з русской служби частей пишут Белоруссия. Ну, вот. Я в этом сенсі не вельми воюю за это. Але, до речі, от, коли, так сказати, Белорусія, це так само вельми цікаве, до речі, от, як цікавий елемент становлення національного Білорусі. В СССР, ну, это было абсолютно огульно принятое, что на русской мове Беларусь называется Беларусь. И песни были там, песняры спевали «Молодость моя, Белоруссия». Приходит незалежность. Обещают, что Беларусь называется Беларусь и по-белорусски, и по-русски. Но никакой как бы там примусу, диктатуры, потребования, что вы повинны и в русской мове называть Беларусь Белоруссию. Вот как-то само. Ну, добре, там державным СМИ сказали, вы повинны казать Беларусь. Но при жаданні, там, вот я сам працював в БДГ, в імені,
Ну, как-то вот просто никому не приходило в голову, а почему мы повинны, так сказать, там, называть Беларусь? Ну, понятно, что Беларусь. И вот это вельми хутка и абсолютно тотально. Абсолютно тотально. И зараз в Беларуси, когда вы чуете, что кто-то назовет там Беларуси, ну, понятно, человек из России приехал. Абсолютно. И вот оно, в принципе, коли отбывается по-серьезному, то вот национальное вот так и встает. Не тому, что там какая-то активная меньшесть, там, значит, это все, так сказать, там что-то сказала, примусила, так сказать, мы там вас, мы возьмем в руки телебачення, вас всіх переконає. Ну, я розумію, це дробний такий момент, але він важливий. Вот так це відбувається в ідеалі. Справа в тим, що раптом всі кажуть, а як можна іначе? Ну, понятно. Ну, понятно, що це Білорусь, а не Росія. І, до речі, от я казав про 2002 год, пам'ятаєте, коли там Путін, значить, сказав, що давайте 7 губерніями. І я, до речі, тоді з русскими некоторими розмовляв, експертами, кажу, ну, от на що він розлічив? Ну, каже, ну, ми ж ведаем, там, в принципе, пророссийские настрои в Беларуси. Вот Путин, вождь русского народа, такую штуку кинул, и одразу в Беларуси пойдут какие-то политики, так сказать, там, громадские рухи, все, так сказать. Хотим в родную Россию. Zero! Я этому мужику, значит, сказал русскому, значит, ну, вот мы на початку зим, а потом я не полиновался, через где-то полгода ему так само позвонил и кажу, ну, как у вас там в Беларуси? Русскими рухами. Как? Есть? Нет? Не заважили? Да, ну что-то у вас какая-то складаная країна. Мы так не думали, что так все. А вот так отрымалось, что практично никто в прорусской краине, которая все, мы русские люди, так сказать. А вот когда был кинут конкретный выклик, не только Лукашенко отбрехался, но все. Все. Вот как-то вот как бы никому немагчимо. И не потому, что тебя расстреляют за это, а вот, ну вот как-то, как Белоруссия сказать. Ну, ты дурень какой-то, ты вот кто здесь? Я пам'ятаю, ми з вами розмовляли гадоў 6 тому про беларускую незалежнасць, і вы мне сказали, што незалежнасць ужо незваротны факт, што ўжо цяжка сабе уявіць, што Беларусь можа зноў страціць сябе, страціць незалежнасць. Але, конечно, за апошнія пару гадоў, я думаю, нейкія страхі того, што гэта можа адбыцца, все ж таки зноў вярнуліся. Як вам падаецца, ці магчыма тое, што Беларусь зноў стане залежнай, яшчэ больш залежнай, дэсувереннай, да? Хутчэй пытанне там не фармальнай незалежнасці, а тое, што беларусы ўжо не будуць прымаць рашэнні, Лукашенко ўжо не будзе прымаць рашэнні. Видите, вы маете рацию в том смысле, что never say never. Быть может все. И то, что вот вы меня на початку спытали, а ці думали вы там, вот я, например, нават 91-м годзе, что Советский Союз развалится. Тады здавалася, что эта махіна, як бы, з ёй нічога немагчыма зрабіць, як бы. Так і зараз. Здаецца, што незалежнасць адабраць нельга, а як бы жыццё можа скласціся по-рознаму. Но мне все ж таки здаецца, што і тыя аргументы, которые я вам тады прыводзіў, ну, яны такія важкія за то, што хутчэй нечым так. І в этом сэнсе, ну, над Беларусью, вот, в пэўным сэнсе, такой быў пастаўлены чысты эксперимент. Ну, вот оказался на чале державы, фактично романтик империи. Оказался человек, ну, для якого его краина, его батьківщина был Советский Союз. И он был супраць. По сутности он был супраць этой незалежности. Але вот так жыццё склалася, что, ну, немагчыма отдать. Так это оказалось грунтаваным на его уласным, так бы мовіць, там, празе да ўлады, волі да ўлады. Ну, неважно, ну, такая ирония истории. И нават такі чалавек, ну, вот все равно оказалось, что он не может сдать незалежность. Нават вот этой падзеі апошніх гадоў, ну, все ж таки вот не стала Беларусь, там, я не ведаю, Крымом, не стала Беларусь Донбассом. Даволі падобна, да, в этом накірунку рушыць. Но вот як бы апошняга кроку зроблена не было. Я бы сказал так, что, ну, калі рабіць прогноз, то тут варта улічыць наступные этапы вот, реализации некого такого сценара. И мне здаецца, что для того, чтобы як бы, ну, вот, как бы органично
называется пазбавіць Беларусь незалежнасці, трэба, каб свядомасць беларусаў памянялася, каб яны упэўніліся, уверіліся, что они русские, что мы вот не какие-то там белорусы, а вот мы просто русские, мы такие же, как вот люди от Смоленска до далекого ўсходу. Но мне здаецца, что это вельмі малаімаверна. Все-таки вот траціна стагоддзя пражытых в сваёй краіне с разумением нейкіх бонусаў от этого, як бы белорусы себе скажут, нет, это была какая-то лухта, а вот мы насамрэч русские люди, а без этого, нават, умоўна кажучы, уявіць сабе, я не ведаю, нават расійскую оккупацию. Пришли русские, поставили своих там генерал-губернаторов. Ну, это все равно будет чужое, это все равно будет тое, чым яны подавятся, что яны не змогуць праглынуць. Калі браць вось меншасці, типа бурятов там і гэтак далей, то есть беларусы могуць стаць вось таким народом у складзе вялікай імперыі. Но справа тым, што ў бурятаў не было 33 гадоў незалежнасці, а ў беларусаў ёсць. А это як бы, как зараз скажуць, развидеть. Вот развидеть это немагчыма. Это надта доўгі перыяд, каб вот это просто забыть. И потым тут яшчэ важная такая штука ёсць. У беларусаў, ну так, вот там все апытанні Рыгора показывают, что, як бы, скажем, за Европу не большасць. Но в любом выпадку это магніт. Вот это как бы это вбудавана в беларускую культуру. Это присутная альтернатыва. У нас есть альтернатыва России. У нас есть, як бы, вот нейкі вобраз іншага геапалітычнага выбору. Бурятов его нема. И в этом сенсе нават вот от, скажем, адрознення от России, конечно, что в России значно большее отчувание, что вот это, что называется, линия Хантингтона. Мы особая цивилизация. Белорусы, ну там какой-нибудь там Дерманти, Лукати, кто загодно, могут болтать, что мы тут монголы, орда. На чем все ржут. Ну понятно, что белорусы так не усведомляют. Ну, вот широговый белорус усведомляя, что ну вот это вот как бы, что мы частка европейской просторы. Это наши краявіды, наши касцёлы, наши... І нават цікава. Зараз ну, поток русских туристов, куча их, значит, приезжают. И я бачу пару роликов, я думаю, вы так само... Ну, блин, это Европа. Ну, такая, понятно, не Париж, не Прага, но это Европа. Вот они так сприймають. Чому? Тому что БТ глядят, вот что-то разлито в поветры, вот такое, вот что, ну, як ранее ездили в советские часы, также ездили в Прибалтику, по тое ж, вот это наша это наша маленькая Европа такая. Вот в Париж там не можем, а вот мы съездим в Вильню, мы съездим в Ригу, и вот это, блин, к Европе приобщились. Вот сейчас так они едут в Беларусь. Это есть в нас, то есть, что бачат нават русские, что вот какой-то такой вот не такие яны, як мы русские. А чаму Беларусь вось атрымалася замацаваць вось гэтую гісторыю з тым, што мы Еўропа. Вось, а менавіта ў гэтыя гады, калі мы аддзяляліся ад СССР і станавіліся вось незалежныя дзяржавы. Потому что это было внутри Лукашэнкі таксама. Внутри мейнстріму, тому що мейнстрім як би ішов у гэтым накірунку. Ну, одно из тлумачэнняў, я бы сказал, и оно ввогуле на всю постсоветское, на всю постсоветскую простору, что при всей там моцы, можно нават сказать, там и величи, скажем, России, ну вот яе узоры оказались просто малопривабливыми. Русское бабло, ну да, люди кладут по кишенях, и белорусы кладут, и украинцы клали до апошняга часу, як мы с вами ведаем, и казахи, ну понятно, бабло есть бабло, бабло побеждает зло. Но не все. Справа в том, что вот мы хотим жить так,
як там, вот это наш идеал. Вот это круто, это пригожа. Но Россия може нават лепш того образу, который формуецца у суседзяў. Но он формуецца такі, які ёсць. А он формуецца не вельмі прывабным. Он формуецца як вобраз несправядлівай краіны шмат чым, бардачнай краіны. І это, дарэчы, агульная беларуская. Вот. В России бардак. Ну, царь есть, конечно, так сказать, там, но вот у нас порядку больше. А для белорусов это, дарэчы, это ж вы ведаете, это кумир, это икона. Порядок. А порядку в России порядку нема. Не. Настрой с войной, да, по тых же опытаниях, бачно, что белорусам чужие. Бо все ж таки, ну вот у них настрой, мы великая держава, мы великая империя, мы, так сказать, там НАТО покажем. Что, где? А мы при чым? Калі людей пытаюць, вот, як вы там, вы за Украину, за Россию немало, дарэчы, далеко не все за Украину. Але калі пытаюць, а вот, как бы, як вы лічыце, беларуская армія павінна там воевать? Не. Чем 97, по-моему, у вас там, ну окей, у Вардамацкого 90, ну все ровно там. Некая невеликая только частка-то, а вот, причем сярод вот этих 90, там 7, скажем, отсотков, многие нават симпатизуют России. Нават в этой войне они за Россию. Кажут, да, правильно, русские. А вы? А мы при чем? А нам как бы что? Не, ну мы любим Россию. Она такая крутая, все. Но мы тут при чем? Это не наша война. Это не наш выбор, это не наш лёс. Вот, ведаете, был такой знакомитый французский социолог Эрнст Ренан, и он писал, что нация – это не мова, не территория, не кровь, это агульный лёс. Вот у белорусов нет усведомления, что лёс русских – это их лёс. И в этом смысле вот реакция, массовая реакция на войну, она показывает, а это... Вот так, есть люди, которые мы за Украину, подтримливаем Украину, все, молодцы, русские агрессоры. И есть те, кто, да, русские вот там с нацизмом змагаются. Но коли брать мейнстрим, коли брать какой-то подспудный и у тых, это не наша справа. И, в принципе, нават Лукашенко это ретранслює. При всех там приседаниях, да, мы с русскими, все, так сказать. Но он это отчувает. Он отчувает, что вот есть усведомление, что мы не вы. Это важная штука. И это такая... Причем она как бы не вельми вот зразумелая, я думаю, ни украинцам, ни русским. Украинцы... Так вы за кого? Вы за нас? Ну, так, ну, многие за вас, да. А русские? Ну, так вы же вот как бы. Вы с нами? Ну... Так, ну бабла взять, так сказать, за ваши заказы, это не вопрос. Это мы с вами, вот, мир, дружба, жвачка там. Утрымать рубежи нашей священной союзной державы под Берестем, не вопрос. А вот как бы, а нет. А чего? А ну так, вот знаете, тут то, все, 5-е, 10-е. Вот НАТО ж стоит, мы НАТО поддержим, вот, НАТО поддержим. А границы украинской подведем, отведем, туды отведем, это, там дроны, то, все, 5-е, 10-е, все сложно. Воевать с вами, разом с вами мы не будем. Жить як набежить. Ну, так набежало. Но я думаю, вот белорусы, вот то, что я зараз сказал, выдатно разумеют, вот скурой, мозгом, сердцем, ну, скажут, ну так и есть. Это, ведаете, я вельми люблю историю такую, мне рассказала полька одна, доследчица по России, Беларуси, Украине. И вот она здесь в каком-то таком 2005 году, приезжая в Минск, а памятаете, тады продавали сидишки на улице, приватников, значит, такие шильдочки. Белорусские исполнители, российские исполнители, зарубежные исполнители. И вот полька подходит, значит, до гандляра и впадает в ступор. И говорит, глядите, это вот белорусские, российские, зарубежные. Так Россия это не зарубежье? Пытая она продавца. Ну, конечно, девушка, какое зарубежье? Россия это Россия. Так, полька пытает. Так, слушайте, коли Россия это не зарубежье, то значит Беларусь это Россия. Ну, что вы за глупости говорите? Ну, Беларусь это Беларусь. Так если она не зарубежье, то как же она может быть не Россия? Ну так, ну
Это ж всякому понятно. И вот эта ситуация, когда полька не разумее отказ, а белорус не разумее питання. Для него нема такого питання. Ну вот оно так органично. Ну да, ну это не зарубежное, но это не мы.